Добричка. Все, добричка. Все, Настя улетает с палаточкой. Вытряхиваем палатку. Можно пару сделать и поехать? Ну-ка, ну-ка, не порви. Осторожно. Что там? Все? Да. Ставь. Оп. Все, собираемся, едем сейчас. Вот сейчас бетонка началась. Бетонка плохая. Ровная, но уровни прыгают. Едешь как на поезде, не знаю, по рельсам. Хуже вообще. Плохая. Везде ремонты. Бетонки. Сыпется бетонка. Сегодня хорошо, нам ветер помогает немножко. Новый асфальт. Здорово. Бетонка закончилась наконец-то. Омск 224. Все, сидим в кафешке. По старинке монтирую серию здесь. А то когда еще уже накопилось немножко. Надо смонтировать. Настя, он читает, сидим, да? А что? Ногти чищу. А книжку для чего достала? Ну и читала. Сейчас посидим, поедем, сегодня погода хорошая. Да, Настя? Полтинник уже проехали почти. Надо мне умыться. У меня все вообще вот лицо. Вот и Татарский район. Это заключительный район, по-моему, последний в Новосибирской области. Дальше уже Омская. Мы едем прямо на грозу. Сейчас бы остановку какую найти. Резко потемнело. Ветер встречный. Хоть бы остановку найти. Палатку неохота ставить. Рано еще. Ну да, пошел дождь. Успели палаточку поставить. Вон, собираем дождевую воду из складочек палатки. И он на макарошке я насобирал уже. Нормально. Живем. Еще душ принять заодно. Все, доброе утро. Сейчас собрались, уже едем дальше. Выезжаем на трассу. Сегодня ветер нам будет боковой такой, встречно-боковой, северо-западный. О, жесть, ветер просто. Задувает конкретно. Ползем. Еле-еле ковыляем.
Наське вон тяжело, пока еще против ветра ездишь. Встает. Да я и сам вообще желания ехать просто никакого. Сейчас до Татарска доехать, надо продуктов купить, потому что возле трассы все дорого вообще очень. Мне эти места, честно, не нравятся. Вот этим людьми не нравятся мне здесь места. До Татарска еще километров 7, может быть. Сворачивать надо будет. А до Челябинска 976. Но нам в Челябинск не надо. Татарск 12 километров. Что-то мне не хочется 12 километров в сторону доехать. Сейчас будем магазин искать. Сам Татарск не поехали, тут Новопокровка, село рядом. А здесь магазин ищем. Все, мы уже поставили ночевку, поставили палатку. Сегодня дорога с таким ветром не получается, просто сносит. Впустую тратишь силы фактически. Сейчас вон нашли березовую рощу. Продуктов купили, гречки купили, уже сварили, поели. Ой. Сейчас будем лежать читать. Я еще вон книжку еще не начал читать, ты что брал. Шукшина, Калина красная. Начнем. Комарики. С нашей стороны он тоже летает. Оба, вон комаров сколько. Обалдеть просто. Просто для смертников выход из палатки. Все, доброе утро. Сегодня мы решили сделать себе выходной. Никуда не поехали. Лежим, вон, читаем книжки. Что мы читаем там? Шукшина читаем. Это я еще из музея повезу. Стругацких братьев. Вот, сейчас хочу снять. Нам же в Новосибирске присылала компания Тепловичок. Название говорящее, сама Тепловичок. Прислала нам свое оборудование для обогрева. Оп. Вот. Нагревательные элементы для одежды. Одежда с подогревом за 3 минуты. Сейчас я все покажу, как это все выглядит. Вот. Мы еще это не тестили, конечно, потому что все равно жара, сейчас лето, тепло, но зимой, я думаю, будет это очень кстати. Вот они так выглядят, эти прокладки. Они нужно засовывать под одежду. Вот USB разъемы. Они подключаются от пауэрбанку. Там еще в комплекте пауэрбанк должен быть. Он есть. Вот. Подключаются, и они постепенно нагреваются. Мы уже тестили, все нагревается хорошо. Вот здесь есть большая, это, наверное, для спины. Это, наверное, для грудков. Это для спины. Вот есть здесь липучки, то есть крепить ее к одежде, потому что они же будут слетать. Липучки двусторонние. Тестить будем во время холодов.
Конечно, для таких прокладок нужно много заряда. Нужен еще дополнительный пауэрбанк как минимум для него. Потому что зарядки наверняка ест много. Ну, пока не знаю, надо тестить. Но в любом случае спасибо компании Тепловичок за то, что прислали нам свое оборудование для тестинга. Вот здесь у них много видов, их продукции есть. Нам прислали один из видов, вот ТПЛ-Е, такая вот. Интересно. Так что можете, друзья, зайти на их сайт, посмотреть, что да как. Может, и вы подберете. Я думаю, это интересная, хорошая вещь. Но, может быть, не для дальних дорог, потому что нужна будет зарядка постоянная для нее. Но мне кажется, в какие-то даже прогулки просто ходить, гулять, мне кажется, это просто отличная вещь для прогулок по городу. Для рыбалки, для вообще. Да, для зимней рыбалки, я думаю, вообще хорошая вещь. Вот. А мы продолжаем отдыхать, читать. Сегодня прочитали по книжке за день. Да, сегодня вообще лежали, читали по книжке за день. Сейчас вечер, солнце опустится и будет комаров просто тьма. Все, доброе утро. Собираемся в дорогу. Ветер сегодня послабее, хорошо. Нормально. А? Ну вот и шумит там уже. Я просто молчал. Сейчас чуть-чуть до трассы нам выехать. Все переделись. Сняли. До Омска 168 километров. Калачинск 90. Все, едем. Ветерок встречный, конечно. Но не такой, как позавчера. И вчера послабее. Но все же будет тормозить. Вот поле кукурузное нашли. В Сибири не часто встретишь кукурузные поля. Кукуруза еще маленькая, она только к сентябрю будет. Вот и подсолнушки. Ну все, прощай, Новосибирская область. Привет, Омская область. Открываем новые областя.
области. Омская. Здесь я еще ни разу не был, все вокруг да около. Че, Настя, приветствую тебя в Омской области. Сейчас будем менять часовой пояс на +3. Да, уже, кстати, получается -1. Ой, +1, да? Приплюсовать еще. Просыпаться раньше. Да, привыкать надо. Ты снимаешь, что ли? Сейчас уже проехали 80. Сейчас надо до какой-нибудь кафешки доехать. Кипяточку набрать, чайку попить. Вообще не останавливались сегодня. Не отдыхали, чисто вот встанем после 10 километров. Нормально едем. Каждые 10 километров отдыхаем примерно. Сейчас доехали до кафешки, наконец-то. Вообще устали. Взяли по супчику, решили немножко. Мы сегодня с голодухи 90 километров проехали. Ну вообще не ели сегодня. У меня глаза еле открываются, честно говоря. Завтра уже, дай бог, Омский будем. Сейчас 95 проехали. Ой, суп вообще замечательно просто это. Все, сейчас свернули на проселок. Будем искать место, где тормознуться. Нашли здесь ранетки Дети полей. витаминов, наконец-то. То есть вообще ничего не растет в Сибири. Ну, кроме ягод, которых мы не видели. Потому что они дальше, там, в Восточной Сибири. А с Байкалом. Мы как будто во сне. Представляете? Комаров вообще нет. Ни одного комара тьфу-тьфу не видели. Вообще. Наконец-то. Мы выехали как из Новосибирской области, как из болота выехали просто. Здесь поля засеянные, болот вообще нет. И слава богу, комаров вот здесь вообще нет. Все, сейчас раскладываемся и спать. Сегодня устали, 99 километров проехали. Вообще как-то и в легкую. Вообще не останавливались, ехали, 10 километров чуть-чуть постоим, едем. Сегодня в таком темпе, я давно так не ездил. Наконец-то обстановка позволяет развести костер спокойно, согреть чая, вскипятить. Да, Настя? Хлеб пожарить. Хлеб пожарить. Комаров никого нет. Кстати, мошка летает только какая-то мелкая, но это фигня.
Доброе утро. Утро начинаю с протягивания спиц. То спицы немножко ослабели. Надо их подтянуть по всему колесу, потому что у меня, как его собрали во Вьетнаме, так я с ним ничего вообще не делал. Ничего не надо было делать. А сейчас прям заметил, что они слабые стали. То потом могут уже лопаться начать. До Омска 20 километров, 30, наверное. Он нас Димка сейчас встречает. Это который еще в Барнауле был. Дима Илларионов. Когда в Алтае как раз пересекались с ним. Какие люди! Я смотрю, ничего себе, думаю, ты рано. Че, долго что ли едем, да? Очень. Да мы же не спеша же. Ну, вот, Диман, поприветствуй всех. Настя, походу, еще и ВКонтакте сидит. Да. Забыл. Пока Никита не видит. Что у нас? Велосипед сопровождения. Скоро приедем уже. Часа на 20 съемки. Вот стоим в тенечке, отдыхаем. У меня же, оказывается, 32 тысячи я проехал. Ура! Фанфары. А у меня 1000. Ну, сейчас приедешь, будет 1000. Че? А сегодня? Фига уже. Больше нас проехал. А вот и Омск. О, Наська. Омск. Едем по Омску. Диман нас ведет. Таких вот ужасных дорог мы давно не видели. Все, Диман, ты сзади поедешь теперь. Куда ты упер? Мы ж не можем по таким кочкам быстро ездить. Ну конечно, это же надо. Они уже почти кончились. Все спицы потеряешь здесь. Новую ставят. Магазинов куча. Дороги здесь, конечно, вообще ужасные. По сравнению с Новосибом. Капец просто. Такими зигзагами здесь ехать приходится. Че нас, куда ведешь, Диман? А? Вот в автовокзал, да? У нас
Дорог я таких еще не видел. Это еще Для большого города это ужас просто. Ладно бы какой-нибудь маленький был. Ремонтировали это, просто собирали вот так. это называется точечный ремонт. Вот здесь вокзал железнодорожный. Ёшкин, Мандрёншкин. Спицы жалеют. А? Спицы жалеют. Конечно, у меня и так они расслабились. Сегодня подтягивал только спицы. Да, вот это сейчас. Вот нас Диман вывел на набережную. Вот Иртыш, привет. Сейчас бы искупаться в нем, я только не знаю, тут место есть где. Тут все бетонка. Вот Диман говорит, Иртыш поднимается здесь весной прямо вот до сюда. Нет, вот здесь. Ну, короче, не суть. Вот здесь, говорит. Ну, я прошлой весной вот в Усть-Камане был, да? В Каменногорске. Че, булку жуешь там? Втихаря. Давай. Что тут есть теплоходы до Ачинского монастыря, 51 города. Кто на велике ходит кататься? Там есть теплый источник, классно. Че? Вчера с друзьями чисто случайно катаемся, короче, за городом. И в прошлом году на Байкал ехал один пацан. Вот велодорожка омская. А здесь насыпь такая вся. Чё, как тебе Омск, Настя? Мне нравится. Мне тоже. Главное, река есть большая. Искупаться надо там. Чё, мошкара влетает? А? Не надо зиму, успеем. Зиму ты на Волге будешь.
Капец, тут велодорожка просто. Так небрежно все сделано. Но зато есть. Новосибирск, говорит, нет, Настя. Давай, Настя, забирайся. И все. И что ты тормознула ты меня, а? Ебать, теперь слезать. Давай. О, спасибо. Все, все. Тормознули меня. О, вообще спасибо. Спас меня. Диман нас по Арбату сейчас хочет. Арбат показать. Вот эта ночь еще подсвечивается. Мы должны сейчас включить уже давно. Вот там еще вот эти маленькие, они тоже подсвечиваются. О, классно. Тут можно потрогать, вода. Прикольно. Вот это Никита улица, называется Новолиханова. Она, короче, вот там вот казахское посольство Казахстана. Вот именно поэтому она и названа в честь него. Я, правда, не знаю, что это. Это было. Там их много, тут, наверное, штук 5, наверное. Информационная стоечка. Они-нибудь, наверное, работают. Вообще тут Омск инновационный. Это еще подсвечивает, все красиво. Тут в основном люди отдают. По музеям надо пройти, да? Вот посольство Казахстана. Что, визу будем получать казахскую? Все дальше такое же. Вот это улица Ленина. Любинский проспект. Она там красивая. Нет, он вот где красный горит. Вот там 500 он там. Просто когда только все сделали, просто прикол. Вот этот шар, говорит, ветром сдуло, говорит. Тот день нас тогда тоже кружило, и вот эти И очень новости красиво. были. В Омске, говорят, шар сдул. Я думала, там шар, но его не меньше. Вот река Омь. Блядь, куда пиздуешь? Тут пиздец просто движение велосипедистов. Ничего ж на такая улица Ленина-то.
Давай, давай, давай. Вот мост через Иртыш. Красавец. Давай, тормози. Сейчас пофоткаем. Дима, остановись. Все, мы сейчас подъезжаем к месту назначения. На вписку. Вписку мы долго не могли найти, почему-то мало людей с Омска следит за мной. Вписку нашли через Леху из Среднесибирского, которого мы гостили. У него здесь друг, вот он с ним созвонился. И мы уже созвонились с ним и едем к нему. Все, тащим на 5-й этаж велики. Все, мы дома, в кавычках, в гостях. Нам выделили хату, я не снял, там Юра был. Он нам, тут такая хата старая, нормально жить можно. Диван есть, сейчас постелим, уже помылись. Вот, так что на пару дней это наша хата. Главное, помыться можно спокойно. Что, Настя, вообще сегодня отработали нормально, да? Я заслужила мороженое. Ага, замороженное есть это. Ванна есть, главное.